Здравствуйте, дамы и господа. Ну что ж, кто меня не знает, зовут меня Олег Карпец, я трейдер компании Казартек. И сегодня мы с вами проведем школу именно как работать с кабинетом, отделение аукцион. Так как очень многие люди хотят поиграть на аукционе и не знают конкретно правил, как это работает. Итак, мы находимся в нашем бэк-офисе. В выпадающем меню «Бизнес» мы находим самые последние выпадающие меню, написано «Аукцион». Нажал на это меню, мы попадем вот на такой аукцион. На данный момент, когда я делал слайды, было всего 4 разных продукта. Дальше это будет больше, будут разные продукты, потому что не только будут продукты от компании Казартек, это будут продукты и других, и рекламодателей, и людей-производителей продукции, которые будут выставлять у нас свою продукцию. На это уже есть очень много людей, которые уже интересно это все. И сейчас с входом новых кабинетов мы это все будем видеть, все обновления и движения, которые будут в наших кабинетах. Поэтому, итак, мы находимся здесь у нас смотрим, что мы вот сейчас находимся в кабинете. Самое первое, что я вам хочу, я уже даже здесь это отметил красным, это вы вот здесь увидите свое имя. А здесь, ребята, самое главное, чтобы начинать играть на аукционе, у вас вот здесь, вот второй красный квадратик, прямоугольничек, должны быть деньги на балансе, ребята. Деньги на балансе. Чтобы у вас были деньги на балансе, сейчас мы посмотрим, как это надо делать. То есть, чтобы начинать аукцион, самое первое, надо, чтобы у вас были деньги. Итак, мы идем добавить баланс, нажимаем, я вот забыл сказать, прямо вот наведя курсор сюда, самое простое. Наведя вот курсор вот на это вот здесь, где есть цифры, нажал сюда, это простейшее, есть другие функции, есть другие возможности. Это все возможно сделать также через панель управления. Но самое простое, прямо туда на баланс нажали, и вас сразу вынесет вот сюда, на пополнение баланса. То есть у вас, чтобы появились деньги вот здесь, и вот здесь, вам надо что? Внести деньги на баланс. Самое простое это сделать, это когда у вас уже есть деньги на вашем балансе, то есть на вашем счету уже есть деньги. Вот эти 20%, которые мы сразу делим, 80% это наши живые деньги, живая прибыль. И 20%, вот с этих 20%, которые идут для покупок в компании, мы можем сюда перенести. Очень просто. Просто вписываем сюда сумму, которую мы хотим. Нажимаем сюда. И деньги у нас появляются вот здесь. И одновременно появляются вот здесь на балансе. То есть простейшая функция. Но может быть такая штука, что люди хотят купить, скажем, телефон, выиграть телефон за евро, за 2 евро, за 10 евро. Но у них нет еще денег на балансе, чтобы начинать играть. У них нет денег вообще в Казартеке нормально. Поэтому мы рассмотрим, сейчас я чуть-чуть вам расскажу, как именно внести деньги на свой баланс. А дальше пойдем двигаться. Просто освежу вашу память насчет того, как внести деньги на баланс. Ну вот, как я уже и говорил, если, скажем, у вас вот здесь деньги есть, то это все прекрасно. Я здесь вписал 100. Так. Но если у вас нет вот здесь, в этом отделении, вот то отделение, которым выделено красным, если у вас здесь вообще нет денег еще, для этого есть простейшая штука. Что мы делаем? Вносим деньги на баланс. Как внести нам деньги на баланс? То есть мы можем перенести деньги также, самое первое, вот отсюда. Если у нас есть здесь деньги, мы переносим деньги отсюда вот сюда. Как это сделать? Это есть очень просто, видео есть в YouTube, тем более я считаю, что пару слов мы еще об этом тоже. Перенести с наших основной комиссии на баланс. Но если у нас, что нам делать, если у нас и здесь денег нет? Значит, тогда просто надо внести деньги на баланс. Как нам внести деньги на баланс? Я думаю, вы помните по тех школах, которые проводились, и по тех видео, которые были. У нас кабинет изменился, функции остались те же самые. Поэтому, что мы берем? Мы
вот сюда, где выделено красным, идем в банковские операции и вносим вот сюда на наш баланс, нажимаем вот здесь, чтобы внести деньги на баланс. И после этого на данный момент мы видим здесь, что у нас есть только два. Payza что-то не на андроиде, потому что не знаю, знаете ли вы, что теперь наши все бэк-офисы будут читаемы полностью на андроиде, поэтому с телефонов, с планшетов, с таблеток андроидов мы без проблем сможем заходить, читать наши, то есть работать с нашими бэк-офисами. Полностью все уже теперь становится рабочим, поэтому и сделан вот этот еще один переход в новый бэк-офис, именно обновленный вариант бэк-офиса, чтобы можно было читать и на всех гаджетах и приложениях. И так как Payza пока что еще не подсоединена, хотя в ближайшем будущем она будет тоже. Ну и здесь будет намного больше, здесь будет 5-6 видов внесения денег. На данный момент рассматриваем те, которые есть. Итак, мы выбираем или, что-то наша комната будет. Мы выбираем или вот здесь, это через PayPal, как это сделать, мы уже показывали в других видео. Или Perfect Money. С Perfect Money вы все, я думаю, знакомы, потому что большинство из вас с Perfect Money имеет дело. Если нет, это тоже все можно найти и на нашем канале, и просто в YouTube. Написать, как внести деньги с Perfect Money. Или внести деньги на Perfect Money. Видео сейчас об этих системах очень-очень-очень много. Поэтому я просто показываю, как нам внести на наш баланс деньги. Что у нас выходит? Мы внесли на наш баланс деньги. Все, вот, деньги у нас на балансе появились. Все классно, деньги на балансе, мы двигаемся дальше. Итак, мы обратно пришли в наш отдел Казертека, чтобы внести нам деньги на баланс. То есть мы пришли именно в Public Layload. Это наш аукцион. Делаем ту же самую функцию, что я уже показывал. Вписываем вот сюда, скажем, 10 евро и отослать. Следующее, когда мы нажали вот это, у нас появляется вот такая штука, как вы видите здесь. То есть у нас здесь появилась десятка. И единовременно она у нас вот здесь, эта десятка. То есть мы видим уже, что у нас есть деньги. Теперь мы можем приступать заниматься аукционом. Как это работает, сейчас мы это все будем рассматривать. Итак, вот когда мы здесь находимся, просто мы можем или нажать на вот здесь на Public Layload, или нажать в любую, на контрольную панель, чтобы переместиться, или просто вот в этом меню, как я вот здесь выделил, выбрать, что вы хотите, потому что, скажем, сейчас у нас есть только то, что 4 штуки. Со временем здесь список будет очень длинный. У нас здесь список будет двигаться и двигаться. И мы будем выбирать именно на тот аукцион, на ту, которой мы хотим вступить, которой мы хотим заняться. То есть именно на те аукционы и на тот продукт, который нам нужен. Поэтому, как вы видите здесь, я выбрал, нажал на телефон и... Следующий слайд, куда я попадаю, вот это наша комната блоги. Это я попадаю обратно сюда в аукцион. Итак, попал сюда в аукцион, что я здесь вижу? Я здесь вижу вот эти 4 аукциона. Ну, когда я делал этот слайд, было чуть-чуть другие, здесь дни и все. Что у нас здесь есть, ребята? Внимательно, что нам здесь объявляют? Самое первое, это стоимость самого продукта. То есть, сколько он реально стоит. Дальше. Второе. Это во всех одинаково. Цена ставки. То есть сколько мы за один раз, когда мы делаем ставку, сколько вот с этого нашего счета снимут вот отсюда. Вот скажем, если мы будем играть вот на этот пакет СМС, за каждую с нас будет снято 50 сантимов. Если мы будем играть, скажем, уже вот здесь, то каждая ставка стоит 1 евро. И это может быть та ставка, что мы за 1 евро получим продукт, который стоит 273 евро. Его стоимость вот такая, свыше 270 евро. Это идет игра, это именно аукцион. Сейчас, как дальше это все работает, мы увидим сейчас дальше. Теперь еще одно. Вот здесь это стоит таймер, счетчик до окончания аукциона. То есть вот этот лот в аукционе, до окончания аукциона осталось на то время 6 дней, 2 часа, 55 минут, 26 секунд. Ну и таймер постоянно щелкает.
Это вы все у своих бэк-офисах увидите, у вас там живые таймеры и живое все, что. Здесь вот сразу в стороне мы видим что? Мы видим здесь уже кто выиграл и за какие деньги. Выиграли вот один телефон, второй телефон. Значит, что мы знаем? Что действительно люди выигрывают, и тем более с этими людьми такой человек, как Зак Сантош, без проблем вы можете пообщаться в интернете, и многие из вас общаются и видят его страницу, и все. Это лидер бразильской структуры. Так, вот, и мы видим, как это все более-менее здесь вот делать. Не более-менее, а именно точно, что это значит, как и тому подобное. Сейчас передвигаемся дальше на другие слайды, и сейчас увидим именно как. То есть я нажал для примера на вот эту таблетку, да, 390. Так, у меня не очень... сейчас, именно сама цена его. Сейчас. Потому что у меня не очень хорошо видны слайды, не пойму... Вот, именно вот его цена, да? А вот здесь наверху мы видим, сколько было сделано уже ставок. Сколько человек поставили ставки на него. Так же самое мы видим, что цена ставки здесь 1 евро. Дней осталось на то время, когда я делал слайд, 29 дней. И теперь мы посмотрим вот это поле. Это именно то поле, которое объясняет нам очень-очень много. Что это такое? Смотрите. Здесь считается, что выиграл тот, кто поставил самую нижнюю планку. Скажем, если вы поставили до окончания этого аукциона, вы поставили, скажем, здесь написали цифру, вот здесь написали цифру 10, вы здесь взяли, написали цифру 10, и эта цифра 10 за 1 евро, потому что одна ставка это 1 евро, никто не побил, то есть никто больше не поставил цифры 10, и она самая меньшая, скажем, вот кто-то после вас поставил цифру 9, и после этого еще кто-то поставил цифру 9, значит это уже все, это уже побитая ставка, потому что уже есть двойная ставка. А вы поставили цифру 10, и никто больше до конца аукциона не поставил больше цифры 10. Поставили 11, 12, 14, 15, 18, 20. Ваша ставка самая низшая. Что вы за 1 евро выиграли вот этот планшет. То есть, вот это, вот, вы за 1 евро выиграли вот такую сумму. Это все уже зависит суто от вас. То есть, вы можете сделать здесь одиночную ставку, вот в этом окошке. А вот здесь вы можете сделать ставку с, скажем, 10 до 25. Что это будет? У вас будет 15 ставок. Значит, у вас на счету должно быть 15 евро, и вы сделали 15 ставок. Если кто-то не побил вашу ставку, самую меньшую, скажем, кто-то побил 15, 16, 17, 18, сделали еще такую же ставку. Но 25-я ваша ставка, число 25 и ниже нет ничего, скажем, число 14 двойное, число 15 тройное, число 18, там 4 человека ставили, а ваше 25 число, значит, вы забрали это все. И в общей сложности вы заплатили за получение товара на 270, свыше 270 евро, всего-навсего 15 евро. Вот таким макаром, как это работает. А вот здесь написано, вот то, что здесь я вот ставил вам пример, здесь написано, что вы здесь должны вписывать. Или вот здесь. Значит, 1 евро вы пишете, то есть 1, то есть это 100. Если вы здесь хотите написать цифру наверху, цифру 5, значит пишите 5, 8, 10, и эта цифра останется у вас. Ну вот, скажем, я сейчас в следующих слайдах вам покажу для примера, что я сделал, чтобы это было реально. Вот вы видите, я здесь вписал цифру 1. Цифра 1 так же само, вот, как здесь, я вписал цифру 1 и сделал ставку, нажал вот здесь. У меня сразу высветилось вот здесь, что ваша ставка была принята, но ваше предложение уникально. Не ваше предложение уникально, то есть кто-то уже единицу передо мной поставил. И мы сейчас увидим, как это все дальше рассматривается. А также, ребята, вот то, что я хотел еще показать, я извиняюсь, что вот, когда я сделал вот эту ставку, у меня 1 евро отсюда ушел. То есть у меня осталось 9 евро, чтобы дальше играться на аукционе. Итак, что мы видим здесь?
что уже, вот здесь показывается вот этот график, что, потому что победитель, то есть, если вы сделали уникальную ставку, никто этой ставки не бил, у вас здесь появится синяя полоса. Если у вас уникальная, но не наименьшая, то есть, скажем, есть один, кто никто не побил, а ваша 2. И тоже еще никто другой цифру 2 не нажал. Значит, ваша не самая низкая ставка. Если будет потом кто-то, вот скажем, я сделал еще одну единицу, то ваша ставка становится сюда, вот переходит в синий фон, становится победителем. И пока вас не побьют, или пока не окончится аукцион и до этого времени вас не побьют никто, значит вы победитель этого лота. И этот лот перейдет. А вот здесь написано то, что вышло у меня, что я не уникальный. Почему? Кто-то уже где-то единицы ставил. Без всяких проблем. Значит, я уже, может, 2, может, 3, может, 4 раза кто-то уже единицы поставил. Я это делал именно для того, чтобы просто показать вам, как это работает, как эта ставка работает. Но, чтобы выиграть здесь больше, самое лучшее это играть вот на это. То есть вы ставите ставки, скажем, от 1 до 50. Так вы поставили 50, там наверху поставили 50 евро. И это уже почти гарантия того, это, скажем, это не есть гарантия, потому что здесь вообще гарантия. Выиграет тот, кто в самом конце больше. Бригада Time Казартек. Да, вот Time Казартек говорит, что ставка минимум, которую можно ввести сюда, это 10 евро минимум. То есть ниже 10 евро поставить на свой баланс в лейлоте, в аукционе невозможно. Да, то есть если вы захотите поставить меньше 10, вас просто не пропустят. У вас вверху, на самом верху высветится, что минимальная ставка, минимальные деньги, которые можно внести на аукцион, это 10 евро. Вот, и поэтому, если вы здесь взяли себе, поставили, вы хотите именно этот продукт получить, то у вас есть очень большой шанс этот продукт получить. Потому что вы поставили от 1 до 50, или, скажем, от 20, или от 10 до 60, до 40, до 30. То есть у вас есть большой расход, и, скажем, кто-то побил 1, кто-то поставил 2, 3, 5, 10, 25, 30, 39, 50, 49, а 50 ваш принимает, и вы выиграли. Этот продукт становится ваш. Вот такой минимум, который есть. Ну и, соответственно, надо смотреть и более внимательно участвовать уже в аукционе, когда подходит время получать этот, то есть подходит конец этого лота. Аукцион начинает закрываться. Вот тогда вы, соответственно, имеете еще больше шансов выиграть в этом аукционе. И вот такой прекрасный продукт, как вот этот, с такими вот данными, здесь все описаны элементы, все. Сам он вот такой, ну, здесь на слайде все полностью не видно, но вы вот таким макаром все это получите. И этот продукт станет ваш. Скажем, продукт, который стоит 270 за 50 или за 20, или даже за 1 евро. Если вы такой прекрасный счастливчик, этот продукт станет ваш. Так что поэтому я не знаю, я в аукционах играю, играл и играть буду. Потому что аукцион, вникнув в него, выбрав свою стратегию, вы сможете заработать очень и очень много. Вот такая штука есть наш аукцион. Дальше у нас будет больше и больше разной продукции. Как говорится, ребята, успехов вам во всем. А сейчас я открываю чат и буду отвечать. Так, ребята, жду ваших вопросов. Так, ребята, у кого еще есть вопросы? Лотерея. Олег, это аукцион, это не лотерея. Потому что в лотерее играют миллионы, а выигрывают чуть-чуть. Здесь рассмотрите это. Посмотрите саму стратегию. Здесь не то, что реально, а здесь нормально выигрывать. Очень нормально и очень просто. Но только чуть-чуть вникнуть. Как и в любое другое дело, как и в наш бизнес Казартек. Это просто надо вникнуть и понять, как это все работает. Так, Александр, минимальная ставка 10 евро или депозит минимальный 10 евро. Александр, депозит. Вы ниже 10 евро не сможете поставить на свой счет в аукционе. А ставки, как я уже вот там объяснял, там написано. За ставку будет написано, или будет 1 евро, или 50 сантимов, или 20 сантимов. Это уже все зависит от именно самого лота.
от того, кто как ставит это. Если несколько человек сделали ставки с 1 до 50, то кто выиграет? С них никто. Потому что они дуплицировали свои ставки. Они сделали двойные ставки на одинаковое количество. Значит, выиграет тот, кто поставил номер 51. Это может быть один человек, который поставил номер 51, потому что с 1 до 50 они все прикроют. Этот аукцион во всех странах или только в СНГ? Ребята, это для всего мира, всех людей, которые находятся в Казертеке. То есть на данный момент в публиселе. Всех людей, которые в публиселе. То есть на данный момент свыше 350 тысяч. Назад с аукциона деньги можно вывести? Назад с аукциона такой процедуры я не видел. Хотя в принципе надо рассмотреть это. Я никогда над этим не задумывался. Я увожу туда только те деньги, которые я рассмотрел товар, посмотрел, что мне надо, и увожу деньги, которые надо. Можно уже играть, все работает. Да, все работает с первого раза, даже с того аукциона, что был до этого. Вот последний аукцион выиграл Зак Сантош с Бразилии. Все уже работает и работало. Андрей, деньги ко мне вернутся, если я не выиграю? Нет, если вы поставили ставку, все. Деньги вам не возвращаются. Те же деньги, что будут у вас на неиспользованные, они останутся за вами. Вы сможете потом поиграть еще в какие-то ставки, сделать на какой-то другой лот. А те деньги, которые вы уже именно поставили на ставку, вот так как вы видели сейчас, я вот показывал на слайдах, я поставил на единицу, цена ставки была 1 евро, значит 1 евро ушел, все. Так, пожалуйста, Александр. А в других странах трафика нет, только Юрий. А в других странах трафика нет, только СНГ. Как понять нет трафика? Только СНГ. Это для всего мира. Ребята, аукцион для всего мира, я же только что говорил, Юрий. Что перед этим аукционом предыдущий лот выиграл Зак Сантош с Бразилии. Ирина, Ташкент. Возвращается ли на депозит ставки в случае, если выигрыш не состоялся? Если выигрыш не состоялся, аннулируется все. Ну, я еще на своей жизни такого не встречал. Кто-то всегда выигрывает. Эмилия. Можно ли ставить ставку ниже 1 евро? Эмилия, я думаю, что вы что-то не так чуть поняли. Номер, который вы ставите любой номер, который вам взбредет в голову. И выигрывает самый низший номер, который не покрыт никем. Вот если вы, скажем, поставили единицу, и ее никто не покрыл, что это почти нереально, потому что единицу всегда покрывают. Вот вы поставили единицу, ее никто не покрыл, то вы выиграли. Но именно цена ставки на аукционе написана. Цена каждой ставки, там может быть 50 сантимов, может быть евро, может быть 2 евро, может быть 20 сантимов, 10 сантимов. Не имеет значения. То есть цена ставки, а какой номер вы вписываете по ставку, это уже совсем другое. То есть цену ставки вы не назначаете. Цена ставки уже там есть. Вы смотрите, ага, вам такой продукт подходит, значит вы начинаете играть. Вам такой продукт не подходит, значит вы не играете. Это цена ставки. Вписана всегда в продукте. Вот посмотрите потом в записи, презентацию, там есть именно цена ставки. И зайдите в свой бэк-офис, там написано цена ставки. Так, если несколько человек 1,50, я поставлю 45,53. Тут как? Ну, значит 51 уже выигрывает. Если никто не поставит 51, вы выигрываете. 52, 53. Если не будет двойной ставки, то есть вы поставили 45, а люди поставили 1 до 50. Значит, до 50 ваши пропали, потому что они побиты ставки. А 51, если никто не поставил цифру 51, и она самая низшая, то есть, как мы видим, 1 до 50 уже двое сделали, значит, все люди, что будут ставить 1 до 50, уже никогда не выиграют. А выиграет 51 номер. Каким образом можно поговорить с победителями? Просто наберите Зак Сантош. Закел Сантош. Он, в принципе, я думаю, что он сегодня, ну я сейчас просмотрю по чату, он сегодня должен присутствовать. Сейчас посмотрю. Олга, Бразилия. Сейчас, я пересмотрю, если он здесь тогда. Нет, его здесь нет. Хотя, в принципе, я вот до презентации с ним разговаривал. Он знает бразильский, немного знает английский, поэтому. И тем более, что, ребята, люди переписывались с ними. С ним уже не один человек мне в чатах говорили, что переписывались. Есть несколько человек-то. Василий, ищите в интернете. Или приходите на бразильскую презентацию, услышите его, поговорите с ним. Бразильские презентации проходят. У меня это будет полночь, в 4 часа утра по Москве.
И вы в своих реферальных ссылках, прямо в ваших реферальных ссылках есть вход в эту комнату. В 4 часа с понедельника по пятницу приходите на бразильские презентации, кто знает, португальский, бразильский. Ну, это в принципе одно и то же. Юрий, есть там трафик, только у нас активность выше, мы проводим активно регистрации. А, вы насчет трафика людей на сайте, Юрий, да? Спасибо, Владимир, за ответ. Я думаю, что Владимир уже вам ответил. Мы сейчас двигаемся самое быстрое, а там что не регистрируется. Юрий, а вы не пробовали посмотреть, сколько уже там тысяч народа? Если там, скажем, есть 100 тысяч народа и зарегистрировался за день 100 человек, это небольшой трафик. Но если у нас всего 10 тысяч народа и зарегистрировалось 100 человек, это уже большой трафик. Уже движение, соотношение совсем другое. Регистрируются и там, смотрите, что, где, как, без проблем. Посмотрите, что это такое. Олег, а по окончанию показывает выигравшее число. По окончанию показывает, кто выиграл. И тем более возьмите у себя в кабинете с правой стороны возле аукционов есть полностью кто, что, где и как все данные тех людей, которые выиграли. Вот, Владимир, спасибо. Нам еще их догонять нужно и постоянно. Вот, Владимир, да, с ними разговаривает постоянно, если кто-то у нас спрашивал. Василий, выйдите или на Владимира, или на меня, я вам дам контакт победителя Зака Сантоша. Того, кто выиграл вот последний лот, который был. Перед тем выиграл какой-то другой человек, я не знаю, кто это такой. Людмила, напишите хотя бы буквы имя этого человека, потому что я первый раз обо всем этом слышу. Людмила, выйдите на Владимира или на меня, мы вам дадим его скайп. Захотите, через Google переводчик с ним поговорите, без всяких проблем. Нет никаких проблем в этом. И секретов никто здесь не держит. Минимальная, Шевцов Геннадий, минимальная ставка какая? Геннадий, на каждом лоте написано цена ставки. Вот я вам показывал в начале. Есть цена ставки 50, 20, может быть 10, может быть евро, может быть 2 евро. Дальше, когда будут на аукцион выставлять автомобили, то цена ставки будет сразу 500 тысяч. И такое будет на аукционе у нас. Если вы захотите продать космический самолет, если у вас он есть, пожалуйста, продайте, но, соответственно, там уже ставка будет начинаться, цена одной ставки будет начинаться, скажем, с миллиона или с 500 тысяч. На каждом лоте написана цена ставки. Там написано цена одной ставки. На каждом лоте разные цены. Цены выставляются в соответствии с ценой лота. Так, ребята, вопросы? Пожалуйста, давайте еще. Может быть такое, что выиграют 2 человека? Нет, невозможно. Выиграет всегда 1 человек, потому что если 2 человека написали одно и то же, это уже все, лот прикрыт. То есть не лот прикрыт, а прикрыт именно эта ставка уже прикрыта. Выигрывает человек, который поставил самое низшее число, которое никто не покрыл. Скажем, вот все могут покрывать единицу, и вы поставили 3, никто числа 3 после вас не сделал, все, вы выиграли. Это аукцион. Итак, ребят, вопросы еще какие? Пожалуйста, задавайте вопросы. Если есть по аукционе, есть по чем-то другом, задавайте. Откуда деньги-то получаются? Тогда в чем секрет? В смысле деньги получаются? Ребята, это аукцион, каждый ставит свои ставки. Когда можно будет выводить свои деньги? Да хоть вчера. Люди, те, которые достигают в публиселе 100, в публипоинте 200, без проблем выводят хоть каждый день. Вы можете выводить хоть вчера, без всяких проблем, ребят. Кто достигает суммы на выплату, тем более, что я вот в ближайшее время еще раз сделаю школу именно о том, как выводить деньги. Это очень просто, простейшая процедура, тем более, что в бэк-офисе оно говорит к вам на русском языке, что надо делать, все последовательно. С аукциона за копейки. Да, Владимир, спасибо за ответ. Что деньги получается. С ваших денег заработаны, да? Как донести короткой информации? Да, Владимир, спасибо. Александр, короткую информацию. Короткая информация – это самая такая простейшая. Регистрируйтесь бесплатно, создавайте сеть. Это в публиселе. И получаете пенсию 20 лет. Это самая такая простейшая информация, которая есть. А если вы хотите действительно зарабатывать большие деньги, ну тогда вам надо сесть и вникнуть в эту ситуацию. Вникнуть, что это такое, вникнуть в те возможности, которые мы имеем и которые нас еще ждут впереди. А возможностей здесь море. Сейчас с новыми бэк-офисами мы увидим именно трейдеров и клиентов, мы увидим все, что это такое. И в публиселе все почувствуют ту разницу, которая
сейчас будет, когда это все пойдет, когда пойдут трейдеры, пойдет все. Какая у нас продукция появится. Течения на продукцию не будет никакого. Какое это будет движение. И, скажем, на том же самом аукционе мы сможем выиграть за 10, скажем, за 10 евро вещи, которые будут стоить по 500, по 1000, по 2000. Так, какая минимальная сумма вывода? 100 и 200. Публисал. 100, 200 в публипоинте. Алена, через что лучше заплатить в публипоинте? Через карточки или через Perfect Money? Ребята, ставки одинаковые. И там банк берет свою ставку одинаково. То есть разницы не имеет. Можете через PayPal платить, можете платить через Perfect Money, можете платить напрямую через, но вот через банк уже будет чуть-чуть подороже. Там выходит за банковский перевод, сам банк, именно ваш банк будет брать побольше денег. Поэтому через карточку без проблем. Это действительно правду говоришь. Такое еще не бывало на планете. Ребята, еще одна вещь, которую я хотел сказать. Я забыл полностью, что я хотел об этом сказать. Я в интернете уже нахожу клоны нашего Казартека. Мы над этим уже смотрим, рассматриваем это все. Но, ребята, внимательно, пожалуйста, очень внимательно. Они почти слово в слово скопировали наш маркетинг. Почти слово в слово скопировали все. Только название чуть по-другому делают. Поэтому смотрите, ребята, очень хорошо. Уже есть подделки на это тоже. Я уже с ними срезался в интернете. Так, чтобы купить пакет Public Point, Perfect Money, 200. Чтобы купить, вам надо 262,50 копеек. Это если вы будете через Perfect Money или если вы будете через PayPal, сюда ставка будет одинаковая. У вас должно быть 262,50 сантимов. Сколько может быть баннерной рекламы максимум в публиселе, тогда пойдут рекламодатели. Сколько может быть баннерной рекламы в день максимум на публиселе, когда пойдут рекламодатели? Александр, вот, Владимир, спасибо. Это невозможно ответить. То, что будет много, да, и это все будет зависеть суто от нас. Чем больше будет людей, тем больше будет трафик, тем больше и дороже будет стоить наша реклама, и тем больше, соответственно, мы будем этого всего получать. Алена, Valor de Lance 1 евро, это самая минимальная сумма, которую люди уже ставили в ставки. Это не, Алена, это не люди ставили. Это именно каждый раз, когда вы какой-то номер выставите и захотите сделать ставку, с вашего счета будет снят 1 евро. Это именно Valor de Lance, это стоимость одной ставки, 1 евро. Есть там, вот скажем, если там смс-пакет, то там стоимость ставки 50 сантимов. Да, Владимир, есть здесь. Я уже с одними с таких пересекся. И тем более уже говорили, что есть уже другие. Так поэтому, ребята, смотрите очень внимательно за тем, где вы будете регистрироваться. И запомните, ребята, компания Казартек за регистрацию в публиселе и в Казартеке не требует. Дальше вы ставите на свой счет, поэтому очень смотрите хорошо. Потому что на данный момент только уже делаются подстраиваться под маркетинг. Возможно, что в будущем могут быть зеркала, где вы вставите, будут у вас спрашивать деньги, что надо вложить деньги, надо сделать то-то, то-то, и это у вас откинет куда-то непонятно. Поэтому, ребята, только старайтесь, когда идете по реф-ссылкам или что, старайтесь выходить на этих людей, которые вам дают реф-ссылки. Пускай они покажут себя, поговорят с вами голосом. Если нет возможности поговорить через видео, то пускай поговорят голосом, расскажут вам, что это такое, покажут, если возможно, и интернет разрешает, свой бэк-офис и тому подобное. И уже есть видео, что Казартек пустышка. Ну что ж, ребята, вам думать, вам решать это все. Реагировать на то, что говорят в интернете, то, что есть в интернете, и тем более это конкуренты. Есть у нас пару компаний, которые конкуренты. Ну, каждому решать. Вы смотрите сами, у каждого есть своя голова. Вам каждому решать, пустышка ли это, компания, которая имеет 35 лет жизни, или компашки, которые появляются с дня на день, как грибы после дождя, и через 2 дня исчезают. Что сделает? Тем более, да, вот Владимир говорит, уже 5 месяцев. Ну, придет Казартек, и мы думаем, что уже говорил Серджио Кастро, я думаю, что Владимир это уже тоже объявлял, что если мы сделаем 4 месяца 1000 публипоинтов,
то президент приедет в Москву делать большую презентацию и открытие. Поэтому, ребята, это еще один стимул того. И после этого такие вот специалисты с всякими видео непонятными будут привлекаться по закону. Это будет чуть-чуть уже другой с ними разговор. Так, откуда взять энтузиазм, чтобы рассказывать людям о нашей замечательной компании? Александр, просто послушайте презентации, проанализируйте, потратьте какое-то время. Для каждого по-другому. Один, скажем, быстрее все понимает, другой чуть-чуть попозже. Потратьте время, вникните в это. Если хотите, именно вникните. А на конкретные вопросы отвечу я без проблем. Ответит Владимир. Но, ребята, на конкретные вопросы. Мы в личке всегда отвечаем. Я отвечаю, мои помощники отвечают. Владимир ответит, другие лидеры без проблем все ответят. Надо приложить чуть-чуть вашего усилия, чтобы понять как. А энтузиазм, когда вы поймете, что это такое, я думаю, что вас не надо будет держать за энтузиазмом. Славин, энтузиазм так и прет. Да, Володь. Так, Александр, когда будут работать услуги Казартек, доме, хвостик, конструктор, извините, что не в тему. Ребята, точную дату назвать я не могу. Я знаю то, что сейчас уже, вот то, что переделали обратно публицеловский кабинет, потому что на андроидах он не открывался и очень плохо и с большими искажениями. А сейчас мы те же самые кабинеты получим на трейдерах и клиентах. И, соответственно, там уже эти все услуги будут. Все по очереди, все по ходу действия. Спасибо, Владимир. Володя, спи, потому что похудаешь. Не надо. Не сплю 5 месяцев. Надо спать, Володя. Тем более, что привыкать надо, что сюрпризы от президента Сержио Кастро будут всегда. Он такой человек. Так, это что-то такое за видео. Да, ребята, я даже об этом говорить не хочу. Так, Андрей, я не обратил. Так, один момент, у меня видео убежало. Так, в интернете можно услышать, что хочешь. Услышать и увидеть. Да, Александр, каждый имеет свою голову, чтобы анализировать, смотреть и двигаться вперед. Регистрировался в PubliPoint, а на сайт Казартека не могу зайти. Надпись, что нет такого спонсора. Забываю его ник, мне нужна регистрация на сайте Казартек. Спасибо. Алекс. Алекс, вам надо... Дело в том, что ваш спонсор с Публисела никакого отношения к Казартеку может не иметь. Он может не быть трейдером. Потому что только действующий трейдер компании Казартек, действующий трейдер, может подписать любого другого трейдера и клиента. Реферальной ссылки на это нет. Так, Александр, через год у нас будет праздничная лидерская вечеринка где-нибудь на Гавайях или на Канарских островах. Ребята, об этом даже сомневаться не надо. Все будет. Все в наших полностью руках. Почему ко мне не приходит смс на телефон? Зарегистрирован бесплатно. И что мне делать с людьми, которые есть у меня на первом уровне неактивны? Ну, насчет смс я не буду это уже повторять. Пожалуйста, канал Казартек в СНГ, прочитайте, послушайте там видео, презентации, или, пожалуйста, посетите презентации именно Публисела или Казартека. Будете знать, что такое. Если на первом уровне не активны, у вас в кабинете есть контакты этих людей. Вы можете им отправить имейл, щелкнув курсором мышки на имя и фамилию этого человека, или можете отправить смс. То есть в первой линии у вас есть контакты. Ну и чтобы они вышли к вам на контакт. И вы им объяснили, что, где и как, и с чем это едят, и что надо сделать, чтобы стать активными. Так, у меня на доступном балансе сейчас 10 евро. Пыталась внести на аукцион, не получается. Евро и внести на аукцион не получается. Эмилия, аукцион этот будет еще длиться где-то, если я не ошибаюсь, 3 недели. Поэтому станет у вас 10 и пару копеек, я думаю, что оно у вас пропустит дальше. Тогда без проблем перевести на аукцион деньги. Посмотрите потом запись этого видео и увидите, как это надо делать. Так, Алекс, я уже говорил, сейчас работа закончится и проведем регистрацию в Казартек. Вот, Алекс, видите, Геннадий, ваш спонсор здесь. Все будет, и будете в Казартеке тоже. Эй, офис в проекте люди не успевают освоить. Опять новый офис. Многие просто разочаровались в проекте. Юрий.
Юрий, дело в том, что это не идет к худшему. Я уже сегодня объяснял, почему обратно сделали изменение самого офиса. Потому что старый офис не открывался корректно в андроиде. А вы видите и знаете, что вся продукция Казертека на андроиде. То есть планшеты, гаджеты, телефоны, все на андроиде. Так как это для Казертека, для трейдеров и для клиентов уже сделано было и без проблем открывается, то есть они уже все протестировали, сделали, сейчас мы это все получим, а PubliSell не открывался, то было изменено еще это, то есть поставили только на другую платформу, чтобы без проблем открывалось и в андроиде. Поэтому хуже от этого не сделали. Дальше изменяться не будет. Ребята, я не знаю, как кто, и мне, скажем, нравится, когда идут изменения, когда идет все к лучшему, к более практичному, более, скажем, рациональному, более гибкому всему. Если люди разочаровались от новшеств, так я не знаю тогда, что они хотят. И тем более в этой компании, ребята. Новости будут всегда, у нас будет новая продукция, новое все. То есть это все движется и движется. Только за то время, пока Казертек уже сейчас есть в СНГ, вы видите те изменения и те улучшения. И сколько компания идет навстречу нам всем, то я хочу вас спросить, видели ли вы во многих компаниях такие вещи? Если компания приходит любая на рынок какого-то государства, они говорят, ребята, на вашем энтузиазме создайте, пожалуйста, сеть 100 тысяч. И мы к вам придем, мы вас откроем и будем с вами работать. Я думаю, сетевики скажут, как это работает. Я не говорю, ребята, о хайпах и тому подобных всяких проектах. Эти, соответственно, им даже 10 человек придет, 10 человек принесет свои деньги, это одно. Я не буду доволен. 100 человек принесет, они будут довольны. Это не проектишки, это не компашки, это работа, это бизнес. А большие бизнесы, когда приходят в любую страну, всегда хотят иметь структуры для того, чтобы двигаться. Компания Казертек изменяется, давая нам возможность сразу уже зарабатывать. Тем, кто хотят, соответственно. Кто не хотят, ну что ж, ребят, под лежачий камень вода не течет и никогда не текла. Там всегда будет сухо. Так, Александр, коллеги, нам дали самые лучшие семена на весну. Давайте их посеем как надо и поухаживаем. А осенью будем собирать свои плоды. Я уверен, что вы очень приятно удивлены. Нужно только поухаживать. Александр, полностью с вами согласен. Но дело в том, что мы будем собирать урожаи не только осенью. Мы будем собирать каждую неделю, потому что вы знаете, что с компанией Казертек возможность выводить есть теперь каждую неделю. Поэтому можете выводить даже не каждую неделю. У вас дальше насобиралось 200 баксов, скажем, в PubliPoint. 200 евро, я извиняюсь. Каждый день, вы каждый день можете эти 200 евро выводить. Каждый божий день. Нет никаких проблем, нет никаких ограничений. Поэтому свои плоды мы будем собирать каждый день или через день. Но, соответственно, никакой плод не будет расти, если за ним не ухаживать, если его не лелеять, если его не поливать, не обрывать сорняки и тому подобное. Так, Славин. Олег, повторите по поводу приезда президента в СНГ. Что нужно сделать, я прослушал. До 4 месяца сделать 1000 PubliPoint'ов. И президент приедет к нам. Это он написал. Мне вот сейчас, ребята, я сейчас прямо дам вам переписку, а вы себе на Google переводчике переведете. Так, ребят. Вот возьмете Google переводчики переведете. Я вам дал именно то, что написал Серджио Кастро. Мне вот 23 числа 2 месяца в 16:20 по моему компьютеру. Возьмите, прочитайте, что пишет. Так, спасибо, Владимир. Да, действительно, потом себя этого не простят. Ребята, под лежачий камень вода не течет. Все, чтобы иметь, надо двигаться. Так, Алексей. Алекс, сеть сама не растет, ее поливать надо, шевелить и регать. Еще людей, которые хотят работать. Да, это истинная правда. Так, Геннадий, в этом бизнесе все зависит только от нас. Геннадий, это истина тоже и тоже правда. Эта компания дает нам все инструменты для работы. Она их усовершенствует, дает нам возможности для работы. Но работать за нас она не будет. Александр, Олег, это промежуточный урожай. Ну тогда я с вами согласен полностью. У нас самый прозрачный бизнес. Да, Славин, я с этим полностью с вами согласен, потому что каждый человек может выйти вот на Серджио Кастро, и даже через Google переводчик, может увидеть его, почитать его на Фейсбуке, переписываться с ним, Твиттер, Фейсбук, он также присутствует в других социальных сетях. Поэтому, ребята, это все открыто, все полностью рассказано, а дальше каждому из вас решать. Александр, я люблю эту компанию.
Я тоже люблю Казартек. Ну что ж, ребят, я уже об этом даже не говорю. Серджио Кастро, да? Серджио Кастро. Ну, так, скажем, Кастро, здесь, когда вот на презентациях на бразильских, все так, скажем так, с разговором португальским выходит так, Кастро. Нет в этом проблем. Так, ребята, вопросы еще по сути дела, по Публиселу, по Казартеку, есть еще что-то? Если нет, ну я думаю, что на сегодня будем прекращать. Если да, жду еще вопросов. Ну что ж, ребята, если нет вопросов, тогда я, как всегда, желаю вам всем здоровья и успехов во всех делах, которые вы себе наметите. Чтобы все ваши намеченные дела и все ваши мечты сбывались. До новых встреч!